Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. В соцсетях опубликовали видеоматериал со скандальной конференции, посвященной татарскому просветителю из Астрахани Абдрахману Умерову. Ранее мы вам рассказывали об этой конференции. Ссылка на наш материал тут всплывет сверху. Очень внимательно просмотрев конференцию, мы убедились в том, что были правы несколько месяцев назад. Мы тогда заявили, что основной посыл проведенной конференции по Умерову заключается не в том, чтобы раскрыть его богатое интеллектуальное наследие, актуальное для мусульман России, татарского народа и других тюркских народов нашей страны. Главную для себя цель организатора конференции поставили в приватизации дореволюционного деятеля, то есть нагайскому народу. Конечно же, реалии событий столетней давности на территории нижнего течения Волги в Астрахани были сложны, многослойны и многогранны. Тогда в тюрках России были сильны как мусульманская идентичность и солидарность, так и национальная идентичность. Этот процесс был длящимся. Однако участники конференции в Астрахани, посвященной Умерову, рассуждали так, словно ученик Шигабуддина Марджани и очень талантливый мусульманский деятель Абдурахман Умеров в начале 20 века был чуть ли не самым классическим националистом. Причем, если верить нагайским участникам конференции, Умеров определился в том, что он однозначный нагай. Чтобы отстоять нагайскую идентичность Абдурахмана Умерова, нагайские участники конференции дошли до откровенного манипулирования данными из исторических источников. Известно, что Абдрахман Умеров в начале 20 века в Астрахани издавал газету «Идель». Вопрос, а на каком языке он издавал эту газету? Вот что по этому поводу говорит участник конференции и по совместительству нагайский этномиссионер Алим Махсутов. Газета публиковалась на языке тюрки. Там так и пишется, что это милли тюрки дже милли газетасы, то есть национальная газета на языке тюрки. Что такое язык тюрки? Язык тюрки берет свои корни из новочагатайского языка, то есть общие нормы, да, вот такой вот, которую ввели на территории бывшей Золотой Орды и Закавказья и бывшего Чагатайского улуса. Но потом, ближе к XIX веку и тем более уже к началу XX века, вот этот язык тюрки, он обрел региональные особенности, которые были свойственны тем или иным регионам. Например, в Нижнем Поволжье, на Кавказе, в Крыму очень много было нагайских черт в языке тюрки, но также то есть вот эта газета «Эдиль» или «Идель», она публиковалась именно на нижневолжском варианте тюрки, но с большим влиянием языка, который предлагал Исмаил Гаспринский, так как эта газета была новометодной, то есть джадидитской. Это откровенная ложь. Алим Махсутов мучается, находит слова, что-то придумывает, лишь бы не оговориться, что на самом деле языком газеты «Идель» был татарский. Да, вот так. Мы внимательно выслушали доклад Махсутова и поняли его бессовестную схему манипуляции. Дело в том, что Махсутов продавливает такой взгляд. Абдрахман Умеров– нагаец. Значит, нагаец на татарском языке разговаривать и писать не может. Значит, и газету на татарском языке Умеров тоже издавать не может. А значит, татарский язык газеты «Идель» можно без зазрения совести назвать нейтральным, например, тюркским языком. Получается такая картина, что это сам Умеров лично писал статьи и газету, сам редактировал и правил. Но правда заключается в том, и об этом Алим Махсутов намеренно умалчивает, что Умеров был лишь издателем газеты, то есть инвестором, спонсором. И вообще, Умеров стал издателем газеты, когда она уже 8 месяцев исправно выходила. А первым редактором газеты был Загидулла Шафигуллин, астраханский татарин, владевший самым классическим литературным татарским языком, тем самым языком, на котором в то же самое время Габдулла Тукай, например, писал свои произведения. Именно Загидулла Шафигуллин и заложил литературные нормы и стилистику газеты «Идель», которой в последующем придерживался и сам Умеров, и редактор «Идель». Обратим внимание, что практически все участники конференции выражали свои чаяния найти утерянное произведение Абдрахмана Умерова «Двухтомная история нагайцев». К нашему удивлению, абсолютно все участники говорили об этой книге, как будто она посвящена истории абсолютно
всего нынешнего и тогдашнего ногайского народа. Надежда, хоть и умирает последней, но, увы, книга Умерова утеряна безвозвратно. По нашей информации, в свое время книгу Умерова успел переписать его сын Абдулхамид Умеров. Казанские исследователи, когда к нему обращались, он им, пожимая плечами, говорил, что и его переписанная копия произведения отца утеряна. Казанские исследователи спрашивали, о чем же была эта книга. Хамид Ага отвечал, что она была посвящена исключительно истории Карагаш-Нагаев, что в этой книге не прочтешь общую историю всего ногайского народа. О чем это говорит? В Абдурахмане Умерове самой сильной была религиозная идентичность, религиозная составляющая. Он чувствовал свою общность с мусульманами Среднего и Нижнего Поволжья. Он чувствовал свою сопричастность, проявляющуюся тогда еще, на рубеже 19-20 веков, к татарскому миру. Он разговаривал на татарском языке. Его учителем был выдающийся татарский просветитель и философ Шигабуддин Марджани. Сегодня очень мало исторических источников, которые проливали бы свет, кем же на самом деле себя Умеров считал, какая у него была конкретная национальная идентичность. Известно, что Умеров думал о своем происхождении, он был карагаш-нагайцем. И когда он написал свое известное произведение «Нагай жырлары», то он имел в виду именно Карагаш-Нагай жырлары. Именно с названия этой небольшой тюркской группы Умеров и начинает повествование истории произведение «Нагай жырлары». Вот как ее цитирует участник конференции Рамиль Ишмухамбетов. Карагаш ноғайларының жырлары үшке бөлінеді. То есть он начинает с того, что да, карагаш-ногайские песни делятся на три части. Ноғайлар ескі уақытта Эдил мен Жайық арасында көшіп-қонып жүрміслер еді. То есть ногайцы в древности кочевали между Эдилем и Яиком, да, между Волгой и Уралом. Резюмируем. Не было у Абдурахмана Умерова никакой общеногайской национальной идентичности. Не видел он ногайцев начала 20 века одним единым народом. Ногайцы стали единым народом только при просветителе Джанибекове в советское время. Не было у ногайцев своего литературного языка. Ногайский алфавит сконструировал все тот же Джанибеков. Умеров видел свое карагаш-ногайское происхождение, ассоциировал себя с татарским миром начала 20 века в Российской империи, а по самоощущению был мусульманином. Кстати говоря, в пользу того, что у Умерова отсутствовала общеногайская национальная идентичность, говорит хотя бы собственноручно написанный им дневник из его поездок по Кавказу. В этом произведении он пишет о ногайцах как о каком-то отдельном, не имеющем лично к нему никакого отношения, народе, когда, например, описывает их не самое лучшее хозяйственно-экономическое положение. В Казани прошла научная конференция, посвященная средневековому письменному наследию татар. Также она была приурочена 750-летию золотоордынского поэта Саиф-Сараи. Немного введем вас в курс дела, кто такой Саиф-Сараи. Итак, он родился в 1321 году в местечке Камышлы, предположительно в Среднем Поволжье. Учился и сформировался поэт в золотоордынском городе Сарая, много путешествовал в Золотой Орде. В 1346 году Золотую Орду поразила страшная чума. Затем началась Великая Замятня 1359-1380 годов. Многие золотоордынские поэты, ученые бежали в Египет, где правили мамлюки, говорившие на том же кыпчакском старотатарском языке. Возможно, Сараи эмигрировал в Египет во время военных походов на Золотую Орду Тамерлана. Благодаря своим знаниям Сараи смог поступить на службу в канцелярию мамлюкского султана Баркука. Сайфеддин Баркук способствовал сохранению дружественных и дипломатических отношений между Египтом и Золотой Ордой и поддерживал хана Тахтамыша, стремившегося возродить могущество золотоордынского государства. Родным языком Сараи был старотатарский язык, но благодаря своим стремлениям к знанию и упорству в постижении наук он также свободно владел и арабским, и персидским языками. Скончался поэт в Египте. Дошедшее до нас наследие Сайфа Сараи невелико. На сегодняшний день известны два его сочинения. Первая поэма «Гулистан бит Тюрки» написана на основе широко известной книги «Гулистан Саади» и состоит из прозаических притчей и стихотворных философских размышлений на морально-этические и социально-религиозные темы. Второе сочинение «Сухаль и Кульдурсун» вошло в сборник под названием «Ядкарнаме» памятная книга, который был составлен в Египте. Доктор филологических наук
Хатип Пенигулов отмечает, что период жизни Сайфа-Сараи совпадает с периодом наивысшего рассвета и развития Золотой Орды. Период жизни Сайфа-Сараи в XIV веке – это также важный период формирования татарского народа. Золотая Орда, которая в период своего двухвекового существования сыграла огромную роль в судьбе народов Евразии, особенно татар. Почему особенно татар? Потому что в период Золотой Орды татарский народ здесь образовался как относительная этническая целостность. В его состав вошли болгары, кыпчаки, хазары, татары и другие. Значит, здесь вот образовался относительно единство татарский народ, и здесь функционировал, преобладал, доминировал татарский разговорный язык и письменный язык. Является по единодушному мнению многих ученых кульминацией литературы Золотой Орды является Сайф-Сараи. Вспомните, какие представления и стереотипы и иллюзии о Золотой Орде вдавливались и продолжают вдавливаться нам. Якобы какие-то дикари, татаро-монголы прибежали из Востока, всех обложили данью и ничего хорошего в культуру Евразии не привнесли. Вот что по этому поводу говорит историк Искандер Измайлов. Это я картинки, чтобы так показать, как представляется правление Золотой Орды, ну, в школьных учебниках, ну и не только в классической, так сказать, художественной изобразительном искусстве. Прибегают, значит, какие-то дикие в меховых шапках, значит, или даже в шелковых халатах какие-то среднеазиатского типа люди и поголовно, значит, грабят. Ну, так ли это было в действительности? Помимо Сайфа-Сараи известны еще такие средневековые татарские авторы, как Кутба, Хафиз Хорезми, Хисам Кятиб. Но что нам говорит наличие таких людей, таких творцов высоких литературных произведений о Золотой Орде? Все просто. Такие высокоинтеллектуальные и грамотные люди в средние века были, как правило, государственными деятелями. Поэт Сайф-Сараи, например, был послом хана Тахтамыша. И поэма «Сухейль и Гульдурсун» посвящена трагической судьбе возлюбленных шахской дочери Гульдурсун и пленного золотоордынца Сухейля. В этом произведении есть сведения, которые нам показывают, что в Золотой Орде уже в XIV веке знали, что Земля кружится вокруг Солнца. К таким астрономическим знаниям Европа придет лишь к XVI веку, и это будет связано с именем Николая Коперника. Сухейли в цепях мимо сада вели, душа Гульдурсун словно взмыла с земли. Узнала любви притяжение душа, землей вокруг Солнца кружение верша. Пласт высокой литературы в Золотой Орде говорит о том, что в этом государстве были люди, которые обладали знаниями, о чем писать. Были люди, наделенные грамотностью писать. Были люди, которые умели читать. И где они работали? В государственном управлении. Они все были чиновниками и иными государственными деятелями. Историк Искандер Измайлов золотоордынских поэтов и писателей называет монбланами, то есть вершинами цивилизации и государственного управления Золотой Орды. Когда мы говорим о том, что литературные произведения возвышались вот этими монбланами, то мы должны понимать, что без огромного количества людей, которые читают, они бы просто не возникли. А люди учились читать не для того, чтобы читать вот эти произведения. Они учились грамоте для того, чтобы вести вот эту самую деловую жизнь, чтобы участвовать в этом самом движении информации. Под движением информации историк Измайлов имеет в виду разветвленную сеть емских станций и торговых путей с караван-сараями в Золотой Орде, которую потом унаследует российское государство. Хищники-башкиризаторы посягнули на самое святое, что есть у татар, на праздник Сабантуй. Всемирный Курултай Башкир подготовил методичку, по которой татары Башкортостана лишатся возможности праздновать праздник Плуга, так как теперь нужно будет Сабантуй праздновать по-башкирски, потому что этот праздник объявляется достоянием башкирского народа. Методичку по башкиризации Сабантуев подготовила структурная организация Всемирного Курултая Башкир, движение Безбашкортлар, которое по своей сути является гнездом башкирского этномиссионерства. Подписали и одобрили политику
культурного геноцида татар Башкортостана председатель Президиума Башкирского Курултая Эльвира Айткулова, вице-премьер и министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Как видите, башкиризация татар Башкирии проходит самым откровенным образом и признается на государственном уровне, является целенаправленной республиканской политикой, направленной против татар. Итак, Эльвира Айткулова называет Сабантуй башкирским праздником. Сабантуй – один из любимых праздников народа. Он должен сохранить свою аутентичность, уникальность, вернуть былую славу самого народного праздника башкир. А как же слово «сабан», то есть плуг, который есть в самом слове и как бы говорит, что праздник этот принадлежит земледельческому народу? Тут на помощь прибегает башкирский этномиссионер Юлдаш Юсупов. Обычно Сабантуй связывают с земледельческой культурой, но если внимательнее изучить историю праздника, то мы видим, что Сабантуй изначально появился у военных и кочевых народов, а потом уже его начали связывать с земледелием. Какие исследования? Зачем военным и кочевым народам плуг? Что они собираются делать с плугом? Что за бред? Ладно, допустим, татары и башкиры – это родственные народы. Ну, назовите тогда праздник не чисто башкирским, а хотя бы башкиро-татарским. Но нет. Идеологи башкиризации сабантуев и башкирские миссионеры плевать хотели на интересы татар Башкортостана, на их мнение, ценности, убеждения. В общем, с башкортостанской стороны ни намека на мир и дружбу и жвачку с татарским народом. И чтобы башкирским властям не казаться конченными националистами, в методичке по башкиризации сабантуев есть хитрый пассаж. Также необходимо предусмотреть включение в программу сабантуев спортивных состязаний по народным и национальным видам спорта других народов, проживающих в Республике Башкортостан, а именно лапта, городки, русские шашки, гольф, перетягивание каната, вышибалы, салки, царь горы и другие. Как видите, для русских игр и конкурсов башкирский сабантуй двери открыты. А вот татарам четко указывают, что их татарские конкурсы на сабантуях не ждут. Что касается символов, которые обычно есть на сабантуях, по методичке башкиризаторов, отныне на каждом майдане сабантуя должна обязательно стоять юрта с родовой тематикой, штандарт, герб рода, флаг и тамга. Площадка национальной кухни должна быть стилизована элементами башкирского декора в национальной цветовой гамме. В зоне кулинарный конкурс обязательно должно быть организовано соревнование команд по приготовлению блюд башкирской кухни. Центральное место в идеологии башкиризации сабантуя в Башкортостане занимает популяризация башкирских родов. Специально для этого по всем 54 районам Башкирии были определены рода, в том числе и по татарским районам северо-запада Башкирии. Знаки родовой принадлежности на сабантуях обязаны на себе носить абсолютно все участники. Это и борцы-куреши, и участники скачек на лошадях и так далее. Надзирать за башкиризацией сабантуев в Башкортостане будут через специально созданный консультационный центр на базе Всемирного Курултая Башкир. Работать эта методичка будет жестко. Раз документ подписали Сидякин и Фазрахманов, значит документ будет иметь силу закона. Те, кто не подчиняться, видимо, будут объявлены местными чиновниками, князьями и царьками вне закона. Кадрле Башкортостан татарлары. Әгәр дә сезнең белән мондый ятсыз эш булса, әгәр дә сезне бассалар, безгә мөрәҗәгать итегез. Башкортостан татарлар, хушлашмыйм, элемтәдә булыйк.